Сабри Айвазов – яркий образец крымско-татарской интеллигенции конца XIX – начала XX века. Известный писатель, публицист, педагог, общественный деятель. Он внес значительный вклад в возрождение крымско-татарской культуры в 1923-27 годах. Сыну дровосека из Алупки Асану Сабри повезло. Его способности к учебе замечает богатый родственник, который увозит 12-летнего Айвазова в Стамбул и дает возможность продолжить учебу в педагогическом институте. Уже на последних курсах Айвазов начинает подрабатывать частными уроками и одновременно отправляет свои публикации в газету «Терджиман». Завершив учебу, Асан Сабри возвращается в Крым, устраивается на работу учителем в родной Алупке и окунается в национальное движение. Он сближается с революционером Асаном Нури и входит в подпольную организацию «Ниджат», целью которой было создать в Крыму самостоятельную нейтральную республику наподобие Швейцарии под покровительством европейских великих держав. В 1905 году молодой человек совместно с Решидом Медиевым приступает к изданию газеты «Ватан Хадими», первой поднявшей вопрос об обеспечении крестьян землей. В этот период Айвазов много работает. Он пишет патриотические произведения, а его смелые статьи приводят к тому, что в 1907 году Айвазову в административном порядке приказывают покинуть родной Крым. Только в 1912 году он получает разрешение поселиться в Крыму, а спустя несколько лет в качестве второго редактора приступает к работе в газете «Терджиман». Летом 1917 года он становится главным редактором газеты «Милет». В ноябре того же года Айвазов выступает за сотрудничество с Украинской Центральной Радой. После установления в Крыму советской власти Асан Сабри 16 февраля 1922 года был командирован вместе с Недимом и Баданинским в Турцию на 8 месяцев для ведения переговоров с правительством и общественными организациями Турции по вопросам оказания помощи голодающему населению Крыма. В Турции Айвазов организовывает комитет помощи голодающим Крыма и работает в бюро печати и информации. Известно, что Асан Сабри Айвазов писал историю тюрко-татарского языка и литературы в 3 частях. К сожалению, сегодня рукопись утеряна. В 1927 году, будучи сторонником перехода родного языка на латиницу, принимает активное участие в крымских языковых конференциях, после которых возглавляет общественный совет общества нового тюркского алфавита. Все его статьи теперь посвящены языкознанию. Новая волна репрессий отразилась на крымско-татарской интеллигенции. В 1934 году Асана Сабри Айвазова увольняют из Крымского педагогического института, где он работал последние годы. Видя, что укоренившаяся власть не принесет ничего хорошего, Айвазов вместе с семьей пытался выехать в Турцию, но ему это не удалось. 5 апреля 1937 года он был арестован. Как и его соотечественники и соратники по национальному движению, Асан Сабри Айвазов был обвинен в национализме и 17 апреля 1938 года расстрелян. К сожалению, сегодня из-за отсутствия родственников, которые могли бы возбудить ходатайство, до сих пор не реабилитирован.